В Ингушетии в 4-й раз пройдет всероссийская акция «Вода России. Чистые берега». Это ряд мероприятий, запланированных на уборку водоемов и их берегов соответственно. Организатором выступает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы до 2020 года. Акция, к которой могут присоединиться все желающие, как в качестве организаторов, так и в качестве участников по уборке водоемов в своих регионах, продлится до 15 сентября. Масштабная акция также пройдет во всех муниципалитетах республики. 9 сентября организатором выступает Комитет по экологии и природным ресурсам. По завершении акции все участники получат дипломы от Минприроды России. А организаторы, принесшие наибольшую пользу своему региону, получат еще и памятные призы. Также будет сформирован рейтинг самых активных регионов-участников. Для подробной информации обращаться по телефону 55 15 89. Добавлю, что ранее, в прошлом году, за наилучшие показатели в организации проведения Всероссийской экологической акции Ингушетии было присвоено 1-е место. Рейд по ликвидации канализационных труб, направленных в ливневые стоки, провели сегодня на Зране. На проверку вышли сотрудники Комитета по экологии совместно с представителями местной администрации. По выявленным нарушениям, а они были, выписали штрафы и предписания по улучшению санитарных норм. Репортаж Заримы Ивлоевой. Для сотрудников Комитета по экологии рабочий день уже давно начинается не в кабинете под кондиционером, а с таких проверок под жарким солнцем. Год экологии еще больше обязывает быть активнее и бороться за чистоту. Практически в каждом населенном пункте есть места, где канализационные трубы выходят прямо на улицу или на проезжую часть. Это не плановая проверка, они проводятся регулярно с администрацией. Если Комитетом экологии у нас регулярно месяц, там 2 месяца, 1 раз по благоустройству, по очистке территории города. Мы предупреждаем людей, что будут привлечены к административной ответственности со штрафными санкциями. В борьбе с нарушителями все способы хороши, конечно, в рамках закона. Комиссия уже пробовала предупреждать устно, штрафовать, а где-то даже привлекали религиозных деятелей. Многие просто не открывают двери участникам рейда или захлопывают калитку прямо перед носом. Проложенные в ливневые стоки канализационные трубы по улице Бекова не просто загрязняют окружающую среду, а еще и портят внешний облик одной из центральных улиц Назрани. Более того, все эти в буквальном смысле нечистоты протекают по городу, оставляя шлейф зловоний. Жители сетуют на то, что иного выхода им просто не оставили. Так или иначе, сливать нечистоты прямо в центре города нельзя. К жителям этих улиц сегодня только устное обращение. В случае, если нарушители проигнорируют поручение убрать трубы самостоятельно, то на следующий рейд придется ехать с тяжелой техникой. Экскаватор с этим делом справится за считанные секунды. Такие радикальные меры уже предпринимались в марте текущего года по отношению к жителям улицы Ахриева. За несколько часов по 2 названным улицам зафиксировано 8 подобных нарушений. Экологи и Роспотребнадзор настроены решительно. Так что в случае игнорирования закона комиссия совместно с администрацией города и местными участковыми готова вновь прибегнуть к помощи экскаватора. Зарима Ивлоева, Тамерлан Хамхоев.